Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие мусульмане, мы продолжаем тему Палестины и в целом положение мусульман в мире. Аллах Всевышний даровал нам знать величайшие знания в Коране и в сунне пророка, алейхиссалату вассалам, то есть что нам нужно делать для того, чтобы одержать победу над собой, одержать победу над злом, одержать победу над неверием и невежеством. Аллах Всевышний дал нам знать в Коране: «Аста'идhu биллах, ва тилькаль айяму нудавилюха байнан нас», что означает: воистину, говорит Аллах, я тот, который меняет состояние и положение повседневно, и днем, и ночью. То есть эти дни вращает Аллах в мире, и состояние их меняет Он. В этом нет ни малейшего сомнения. Все происходит по воле Аллаха. Хорошее ли это, плохое ли это, наше состояние, другие состояния, все состояния, они происходят по воле Аллаха. И как их Аллах определил, как Он знал вечно без начала, так и есть. Но в другом аяте Аллах нам дает знать, что мы можем что-то делать, то есть применять пути, причины и меняться, и менять то, что вокруг. Как это сделать? То есть этот закон нам Аллах тоже даровал. В Коране также Аллах в другом аяте говорит: «Аста'идhu биллах, ва'ада Аллаху аллазина аману минкум ва амилу салихат». В этом аяте Аллах Всевышний говорит, что Он обещает тем, которые уверовали как подобает, которые соблюдают ислам как нужно, с ихсаном. То есть 3 условия Аллах упомянул в этом. Это иман, это ислам и ихсан. Если вы будете выполнять эти 3 вещи, сказано: «Ла ястахлифаннахум», я им дарую правление, благочестивое, достойное, как подобает. Потом сказано: я им дам тамкин фи динихим, я укреплю их религии, то есть Аллах даст им стойкость их религии и заменит хауф амнан, я заменю им страх, печаль, тревогу полным спокойствием и смирением. То есть 3 Аллах дает нам благо. Это правление, это Аллах дает, то есть благочестивые мусульмане правят. Аллах дает нам также, если мы это выполняем, укрепление в религии, и тут же Аллах нам дает такое благо, как замена страха на полную сохранность и спокойствие. В этом аяте Аллах нам дает знать, что у нас есть возможность как-то поменяться и поменять окружающий мир. В другом аяте Аллах говорит: «Аста'идhu биллах, инна Аллаха ла югайру ма би каумин, хатта югайру ма би анфусихим», что означает: Аллах не меняет положение людей, если же они сами что-то делают, меняются изнутри, меняются вокруг себя что-либо, тогда Аллах им дает благо и меняет лучшую сторону. Если не меняют, то Аллах их меняет состояние в худшую сторону. Как это произошло с мушриками при пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалам. Мушрики, они были в неверии, и до того, как пророк пришел, алейхиссалату вассалам, они были в неверии, но у них в мирском состоянии Аллах дал им ни'ма. У них была торговля, у них была власть. Они жили, они соседствовали. Они мирской жизнью жили в достатке в то время. Аллах не спаслал им такое благо, как пророк, алейхиссалату вассалам, величайшее благо, религию ислам. Они не приняли его, наоборот, пошли против него и даже начали проливать кровь мусульман. Что тогда Аллах сделал? Поменял их состояние на еще худшее состояние, чем у них было. Даже забрал у них и мирское. Они еще углубились в своем неверии и забрал их мирское. Это говорит имам Насафи, приводит пример. То же самое было с Фирауном, то же самое было с другими разными племенами и народами, которые были до нас. Аллах менял их положение в худшую сторону, когда они не принимали пророка, который Аллах им не спасал. Сюда также можно понять в этом аяте, что если мы, каждый из нас, как единица, как индивид, личность, будет меняться изнутри, вокруг него Аллах меняет его состояние.
Что сказал один из величайших правителей мусульман, Умар ибн Абдул-Азиз, радийаллаху анху, это внук Умар ибн аль-Хаттаба, который был пятым халифом, сказали некоторые, другие сказали, что он шестым был халифа, Умар ибн аль-Хаттаб, его дед. А сам Умар ибн Абдул-Азиз был правителем или пятым, или шестым, есть разногласия. Он сказал такие слова: «Аслиху сараиракум юслихиллаху лакум аляниятакум». Вы исправьте внутреннее состояние свое, Аллах исправит ваше внешнее состояние. То есть, если мы будем меняться изнутри, то Аллах поменяет наше состояние снаружи. Отсюда следует, что в этом аяте также понимается, если мы будем менять свое состояние внутри, вокруг нас поменяется многое. То есть, если будем стремиться к богобоязненности и стремлению к знаниям, соблюдению, вокруг нас то же самое люди будут стремиться к этому. Психологи, философы называют это закон магнетизма, что один притягивает других. Если ты делаешь добро, тебе идет в ответ добро, они это не относят к Всевышнему. Но мы без сомнения это возвращаем к Всевышнему и говорим: воистину, если будем меняться мы изнутри, состояние сердца, состояние души в хорошую сторону, будем, как подобает, подсознательно, понимая и влиять на сознание, и тут же делать правильные деяния, тут мы получим огромный баракат и благо в том, что Аллах нам даровал. Нам не спаслал Аллах пророка, алейхиссалату вассалам, не спаслал Коран. Что еще нам нужно, чтобы измениться? Мы должны все, что сказано в Коране и в Сунне, применять в нашей жизни, как внутри, так и внешне, как духовно, так и физически. Если мы будем именно так следовать, Аллах поменяет наше состояние в лучшую сторону. Аллах не оставляет своих рабов, которые стремятся к благу. Он дает им большие достижения в религии, и мы должны к этому стремиться. Если мы достигнем, мы сможем к этому привлечь и тех, кто окружает нас, как минимум нашу семью, как минимум наши дома, наши родственники, близких, соседей. Если так пойдет, Аллах дарует нам огромное благо, дорогие мусульмане. Поэтому Аллах дал нам знать эти законы, эти правила. Это то, что происходит среди людей. Поэтому, дорогие мусульмане, займитесь каждый собой. Я говорю это в первую очередь себе, потом вам. Давайте займемся каждый лично собой, своей семьей, своим домом, своим двором. Тогда мы найдем баракат и благо обязательно. Аллах обещает, и Он дарует и выполняет свое обещание. Он это показал при своих пророков. Все пророки одержали победу в том, что они делали. Как минимум, они распространили, передали все, что Аллах возложил на них миссию, они выполнили и ушли с миром из этой жизни самыми лучшими людьми за всю историю, алейхиссалям. Поэтому мы должны стремиться к этому. Не надо смотреть, пока кто-то изменится вокруг, или ждать каких-то изменений, или ждать, что кто-то придет, или еще что-либо. Надо сейчас заняться, сегодня, именно с этой минуты, с этой секунды, каждому из нас заняться собой. Тогда мы найдем изменения вокруг. Приведу пример. Если человек, например, один заходит домой, например, открывает дверь с ноги, кричит, орет, психует на своих детей, на жену, на окружающие в доме. Что произойдет? Он такую же ситуацию и такое же состояние внесет в этот дом, потому что он сам такой, внутри он психованный, разгневанный, и вокруг все похожи на него становятся. А если он, когда заходит, скажет «Бисмилля», когда зашел, скажет «Ассаламу алейкум», потом красиво, бережно относится к жене, к детям, к родителям, что произойдет? Будет умиротворение и благо в этом доме. То же самое мы должны делать везде. Если так будем себя вести, вокруг нас много поменяется. По воле Аллаха, по воле Всевышнего Аллаха. Акулю хаза ва астагфируллаха ли ва лакум.